Садись. Да? Да, на баллон. Че, вроде отчаливаем. Сейчас эти пропадут. Живодюги, блин. Вот видишь, а вода уже пошли. Днем-то комар не особо бьет. Хорошо потеплело и видишь, уже проснулись. Фу. Ну все, погнали. Да, не надо. Пришло? Не? Не надо подсак? Они крупные. Заглотила, блин, жадно. Ну, щука берет. Это радует. Видишь, до этого кидал, обратку кинул. И блесна понравилась ей. Ой, ты маленькая девочка. Тихо, 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 тихо. Какая шустрая. Вообще капитально. Так, надо говорится, эти. Где-то у него в пакете, короче. Отцепка? Здесь инструменты. Открой, левой рукой неудобно. О. На, доставай. Я не умею. Научись еще. Что здесь не делать? За крючок он возьми Ага. и вытаскивай за себя. Аккуратненько. О. Видишь, преимущество вот этого подсака, то что он лесковый. Вот если плетеночный, вот этот тройник, он впивается. И мама, не горюй. Давай, подруга. Спасибо за поклевочку. В шоке, в шоке, в шоке. Да, что-то она вообще не хочет. Придется брать. Правильно пошла? Что-то она так-то, да, вообще. Как? Да, что, свеженькая, чтобы было. Разобраться надо. Привет. Ну, наконец-то долгожданный сплав. Рыболовный сплав 2020. Просто сплавы бывают разные, ребят. Просто люди плывут, кайфуют, наслаждаются природой. Ну, а мы плывем и еще и рыбачим. Сегодня с Ларисой. Всем привет. Вырвались, ребята. Короче, вообще классно. Погода у нас теплая, жаркая. Уже по предыдущему видео видели, что жара стоит, ребята, в республике. Но сегодня мы не одни. Вместо высадки там еще семья, да? Да. Семья с Визинги, но они, ребята, на катамаране вот идут вот именно как раз отдыхать с плавом. Чисто семьей. И вроде как до избы, до которой у нас ночлег будет состоять в определенном месте, и как будто бы тоже они туда идут. Не знаю, почему-то обычно такие люди в палатках ночуют, а они говорят, что до избы. Ну, разведка показала, что там рядышком есть новая изба, так что как-нибудь разместимся, да, наверное? Ну да, конечно. 10 час дня, ребят. Ну, жарковато, но сегодня обещали дождь, тучи. Короче, погодка такая непонятная. Хотели позагорать немного. Прошу прощения за морду лица. Быстро-быстро раскачались, таскали вещи. Метров 300, наверное. Ну, солнце, жарко, понятное дело. И вот только начали сплав, и у нас щучка сразу попалась. Не успел еще поприветствоваться, и хоп, щучка небольшая. Отпустили, но почему-то она, видать, травмировалась или в шоке, непонятно. Смотрим, она плывет просто по течению. Ну, мы забрали ее на кукан, короче, ребят. Ну, будем ловить рыбу, конечно, у нас сегодня кухня. Лариса Юрьевна будет нас кормить сегодня капитально. Рыба будет в любом случае в меню, так что будет здорово, ребят. Ну, вот впереди такие красивые места. Загрузились вот так быстро-быстро вещи. Лодочка небольшая. Как-то разместились, короче, ребят. Не знаю, я еще ларийский спиннинг не сорубил. Ну, пока плывем просто. Еще отдышаться, ну, не можем отдышаться еще, скажем так. Плав у нас двухдневный, с ночевой. Здорово, ребят. Так что погнали. Ну, ребят, находимся в верховье Большой Визинги. Вода упала, очень здорово.
Почему говорю упала? Потому что ну, вода в этом сезоне поднималась просто критично. Вот видно вот по кустам, ну, 3 метра высотой вот был уровень воды. Вон видно, как видишь, говорит, трава. Вот это, считай, уровень воды был какой. Выше, Да, вот выше еще. 3 метра тут 3,5. Получается, вот эти все деревни, Они были в воде, да. Да, вот весной. Сейчас вода вообще в отличном просто режиме, просто летнем, что ни на есть летнем. Хотя только начало июня. А вода уже классная, просто летняя. Что ни на есть прям летняя. Ну и места, ребят, здесь тоже интересные. Вот такие всякие березки в воде. То бишь логово щуки сразу понятно, что можно обкидать, что не нужно обкидать. Река небольшая, плывешь посередине примерно и можешь обкидывать в любую сторону. Эту сторону, ту сторону, без разницы. Блесна долетает куда надо. Ну, щучка сразу попалась. Радует, что щука, значит, активничает. Взяла за глот. И пока у меня вертушечка Понтон 21. Не знаю, постоим на нем. Здесь просто в этом начале вот этого места много перекатов и много окуня. Любит вертушечку, так что может постоим пока на нем. Чуть ниже поменяюсь, наверное, на воблерочек. Пока постою на понтончике. Вода чистая, видно все. Отлично. свой любимый воблер. Да, бедолага там уже у меня еле-еле живет. Ну, так живет. Главное, он рабочий. Еще, ну, он вообще рабочий. Он ловит и осенью, и весной, и в мутную воду, блин, я не знаю почему. Ну, по этой области местности он рыбачит. Так, ну что, Лариса Юрьевна, достаем кормильца. Кстати, это коробка от пацанов, рыбалка с нами. Конкурс у них был на ютубе и выиграли 7 воблеров. Вот до сих пор даже они где-то есть в коллекции. Ну что, ребят, достаю своего кормильца, Касадака. Вот в таком он цвете. Вот так он уже покоцанный весь, бродяга. Заглубление до 1,5 метра. Ну, я не знаю, ловчий, вообще ловчий. Я на него уже столько поймал, блин, просто я не знаю. Вот некоторые лежат, они... Вот это, допустим, новый еще. Ну, заглубление маленькое. Ну, для наших рек самое оно. Это большое заглубление. Вот кранк еще, да, я его тоже разловил. По окуню очень классно походит. Заглубление вообще 0,5. Это где-то около 1,5, ну, плавающий, с шариками. Сейчас его, ребят, я поставлю. И будем пробовать на него. Вот, подержи. Хороший воблер. Искал, блин, вообще много подделок, а вот точно такого, не знаю, найти не мог. Мне присылали такой воблер, то бишь я заказывал его. Прям в один. Но почему-то он всплывает, он и так не заглубляется. То бишь как-то разница есть. Вот такой красавчик. Пора тебе, дружище, отправляться в поиски щуки. Вот тут даже видишь, лопатка уже вся, вот она даже вот вся битая. Коцана. Угу. И вот то, что плохо, то, что вот тройник вот этот грудной, вот он калечит очень сильно брюхо воблера. А так вот плавающий. Вот вообще я с ним так привык, то что я могу регулировать, где-то остановить, он всплывет под коряшкой. Надо, он зашел. Можно, короче, контролировать вообще игру. Тем более с лайтовым спиннингом классно вообще получается. Ну что, ребят, доплыли вот до одной точки интересной. Здесь я уже как с 10-й раз плаваю, уже просто подизучал место немножко. И уже понимаю немного, где щука держится. Ну и нас вот гости догоняют на катамаране. Ну мы их пропустим вперед, пускай плывут. У нас потихоньку пойдем. Потихоньку пойдем вниз. Да, там тоже спереди побрызгаю, чтоб не лезло, блин. Ты же. Реально достал. Ну,
солнышко где-то должно вон выходить. Что-то никак не достает нас, блин. Километра 3 прошли, наверное, мы. 4-й, наверное, где-то уже. Ну так, приблизительно получается. Погода хмурится у нас. Вы сколько грозу обещали? 3? Да. Ну, в 3, ребят, мы точно до базы не дойдем, до избы. Где-то будем, походу, встречать дождик. Конкуренты наши по лоту поймали щуку сейчас вот здесь, возле коряжника. Нас они обошли и при нас поймали. Ну, активную щуку взяли. Плоховато, конечно. Ну да ладно, свою поймаем. Что страшного. Ну просто видно, что перспективное место, здесь щука где-то хозяйничает. На это место придет новое, через пару недель, может через недельку. Ну, хозяйку взяли. Такая вроде килограмм, нормально. Заводи. За все время, вот то, что у нас первая щучка попалась, у нас еще ни одного такого выхода, тычка, ничего такого не было. Я могу поспорить, что за это время щуки было нормально, потому что здесь место хорошее, вообще отличное. Что-то не нравится, значит надо белое ставить, походу, потому что сомневаться я начал в воблере вообще. Ну вот как сегодня, допустим, я, ребята, если честно, 3 часа поспал всего лишь с ночевой рыбалки, и вот погнали на сплав на Свалийской. И также с лещом получилось. Кукурузу он вообще не принимал сегодня, вообще никак. А червя просто отлично ел. То бишь кормовая база существенная, и он знает, что это для него съедобно, вкусно, и он ест. А кукурузу он просто не берет. По лету вот кукуруза работает. Хотя вот даже хороший лещ попался. Вот я только переставил кукурузу, и сразу начались поклевки. Возможно, дружище, ты не время твое пока. Сейчас подберем вертушечку, наверное, и будем пробовать далее. У меня вот с прошлых годов новенькая блесна есть. Мопсик. Вот такой 4. Щучий как раз номер. Посмотрим, как будет работать. Еще не ставил. Тройничок хороший. Лишь бы заводился. Но это в любом случае подделка, потому что за такие деньги он не стоит настоящий мопс. Видишь, я о чем и говорю. Он не заводится. Просто не заводится. Все, вот эту блесну можно выкинуть сразу. Китайская подделка. Что-то не крупная риска. Сейчас свечку сделать. Не, да ты так не сой. Ты как-то запутала. Видишь, я говорю, ты так не сой. Ты никогда так не сой. Видишь? Ну вот, поменяли этот. Что, надо? Или она близко? Я вроде близко, нормально. Хотя надо. Давай. Ну, в этом бардаке там не разберешься мне. Вот поняла. Ну вот это уже жареник. А. Вот это уже можно взять и поесть. Вот, кинул под нос ей, сразу взяла. Пыть, пыть. Достань, Лариса, там, пожалуйста. Ну, не знаю, может, видишь, вертушечку поставил заново. Да нет, он подальше там же есть кукан. Давай, давай, учись, тебе еще этим заниматься, показывать, работать. Ну вот вторая на борту у нас. На обед уже поймали. И ладно. Что где-то с опухов вылетело вот отсюда. Стояла здесь. Ну, только закинул. Оборот сделал. Бам, ударчик. Не крупная, конечно, блин. Ну, тут для этих мест она такая есть. Ну что, ребята, у нас время получается уже 9. 9, да, на воде мы, Да. да? Уже 11, 2 часа плывем. 2 часа плывем, ребят. И у нас нахабучивает. По прогнозу, как будто в 3 гроза будет. Что-то уже как будто давит нормально так. Она уже гремела. Уже и гремело, кстати, да.
Ребята нас обогнали, ну не на веслах и ушли, короче. Ну сказали где-то, говорит, на часа 2, говорит, встанем порыбачить. Так что мы еще их догоним. Если их тоже дождь не настиг. У нас вторая щучка, не крупная. Ну мы на поесть возьмем себе парочку. Потому что сегодня готовить будем, кушать. Надо что-то перекусить вкусное. Ну вот, а так все здорово, классно, погода хорошая. Хотели позагорать. До этого неделя стояла солнечная. Ну как обычно, собираешься, блин, погоды вообще нету. Машка так и не остает почему-то, хотя уже давно на воде, блин. Обычно садишься и уже нормально. Но до сих пор она держит нас, блин. Уже побрызгали, все, уже лодку обрызгали. Все равно откуда-то идет, блин. Ну вот там вообще что-то начинает задувать серьезное. А вы чего риску кидать? Спинник немного так, тест-драйв. И вон доходим до ребят, смотрю, у них опять на крючке щука. Молодцы. Ну, активно щуку бьют нашу. Хотелось бы, конечно, первым пройти этот маршрут, потому что, ну, активно ловим щуку по-любому. Ну, жадничать не будем. Как бы, все нормально, все хорошо. Семья большая. Семья большая, конечно, им тоже надо. Давай вот так. О. Что, нормально же будет? Да, а там пакет, который... Ага, сейчас. Секундочку. Блин, так вообще неудобня, конечно. Надо лодку большую. Решили, ребят, перекусить маленько. У нас время-то уже что? 12, обед как раз. Вот и пообедаем. На самом деле вода еще большая. Вот пляжики, которые вот есть, они только-только начали открываться. Скажем, в принципе, они есть, но туда выходишь, там такая жижа. Очень неудобно, короче, ребят, решим так. Потихоньку пойдем, да и время терять не будем, потому что гроза обещается. Сейчас Лариска что-нибудь сообразит, здесь на стол у нас накроет. Сало, колбаска. Сальцо, кстати, ничего такое, нормальное. Да? Да, я нарежу. Да. Поставить тебе, чтобы для удобства. Давай тарелку. Давай. Что неудобно будет без тарелки. Давай. Ну что, как получается? Чё? Так ты бы положил. Нормал? Держи. Ну что, Лариса? Нормал? Вкусно? Давай покушаем. Тоже что-то проголодался вообще. Ребята, 5 минут загорали назад. Сейчас дождь уже. Вот так и обещали погоду. Лариска сидит, бедолага. Загорает, говорит. Ну ничего, нормально. Тучка вроде вот сейчас закончится уже. Солнышко опять будет. Смотри, Машка до сих пор, прикинь. Она прям этот. Ей все равно, блин. Представляешь, сейчас как звери вот живут. Вот. То бишь, многие вот не понимают, кстати, не знают, скорее всего. То, что откуда вот столько вот этого всего. Это от животных, по идее. Он тоже говорит коронавирус. Прикинь, какого-нибудь лишайного больного вот лося они поели. Потом на человека сели. Все равно какая-то хрень через кровь же передается. Что я думаю, блин, во Франции лягушек жрут всякую хрень, пауков, блин, там, в Китае. А такая же тоже аномалия, по идее, всякая. Ух ты. Опять потемнело, да? Да. Опять что ли накроет, блин? По-любому. Сейчас если накроет, сильно накроет. Да, что там вообще так нормально подзарядило. Сколько времени-то вообще? Дубль номер 3, ребята. Третий раз уже попадаем. Сейчас вообще хорошо дало.
все полностью сырые насквозь. А вещи такие лежат у нас сбоку. Короче, ничего не спасли. До избы с километра, наверное, 3 осталось. Ну, там добираться до нее еще по траве, наверное. Блин, короче, неважные дела. Ну, обещали в грозу. Вот так. В сторону я вышел посмотреть избу новую, в которую мы с Илюхой ходили по сплаву на стояночку. Блин, в шортах, босиком, сырой, крапивы столько, комаря море. Блин, не могу понять, как пройти сюда. Все очень грязно. Комары просто, ребят, жрут. Следы какие-то идут, но непонятно. Блин, с вещами здесь будет плутать неохота, блин. Надо подумать, конечно, нормально, как лучше. Так, ребят, я там не прошел, получается. Заплывали, вообще вода была какая. Сейчас поднялись немного повыше. Попробуем здесь подняться. Блин. А после паводка, ребят, сами понимаете, чепыжник такой. Водичка, он, бедолага, замерзла вся. Ничего, сейчас избу найдем нормально. Сейчас оденемся. Сейчас будет очень сложно, Лариса. Они сейчас все в траве. Это будет жесть. Пальцы, руки. Самое главное сейчас нести будет. Тяжело. Такой он какой-то едкий. А не помогает ни хрена. Может, от ключей он работает. Но от комаров точно нет. Так, ну что, пробуем. Лишь бы получилось у нас с первого раза, чтобы нам не петлять здесь. Вот еще раз. Дорогу найти. Нормально там? Идешь? Пойдем. Попробуем найти маршрут. Нам вот только подняться, по идее. А потом будем чай со смородиной пить, Ларис. Опа. Вот тебе и кайф. Черемуха, она такая есть сама по себе. Непролазная, блин. Ну и малинник тут, блин, по нас с нашего роста, блин. Сейчас лишь бы найти, потом разберемся. По чьей тропе иду? По лосиной. Лось прошел свежий. А я по Ионной иду тропе. Так, старица здесь у нас. Здесь. Значит, все правильно. Значит, мы на верном пути. Ребята. Вот, ребят, старая изба, земляночка. Да, это земляная, видишь? Под землей сделано было. Ну вот и добрались. Вроде хорошо все. Нормально. Никого. Фух. Блин, все равно далеко, блин. Да, Ларис? Ладно, добрались, да. Сейчас, подожди. Сняла? Комаря, блин, вообще. Сейчас сразу надо запалить штуковину одну тут.
Фу, все в песке, блин. Ёк-макарёк. Где? Там туалет. Так. Блин, все грязно. Опять куда-то занесло нас, непонятно, блин. А? Точно не найду. Нет, не найду, да. Смотри, вот еще есть у меня. Свеча от комаров. О, ничего. Садовая. Свеча ароматическая предназначена для декоративного освещения и иллюминации уличных дорожек, мест отдыха, вечеринок, пикника и для отпугивания кровососущих насекомых. Сейчас попробуем такую штуку. Здесь зажигалка есть. Меня это заедает, блин. Посмотрим сейчас, как она будет отпугивать. Ну что, ребят, вроде нашли, слава богу, избу. Блин, все заросло непонятно. Подход не могли найти. В тот раз мы с Илюхой на моторе заходили по большой воде. Сейчас воды-то нету. Пришлось искать. Плюс старица упала, там столько жижи всякой. Комарья, блин. Ну, вроде разобрались. Иду за второй половину вещей. Нормально. Сейчас растопим печь. Костер. Будем готовить ужин. Отдыхать, ребята. Сырые насквозь вообще. Все просто насквозь. Да, детишек, конечно, мне жалко на сплаве, которые идут. Блин, столько комара. Но дождь, влажность, сыро и комара очень много. Они вроде хотели на старую избу идти. Хозяин, ну, то бишь отец вроде их не знает, где она есть. Дай бог, конечно. Но вот так пробираться с маленькими детьми, это ужас какой-то. Дай бог, чтобы все хорошо было. Что, ребят, костерок разожгем. Ну тут видно, вот с весны еще никого не было. Немножко разожгем. Стоять. Да, новое, конечно, это очень хорошо.
Приятно, удобно. О, там и дровишки даже есть. А я наколол, блин. А протопим полно. Все равно избу надо протапливать. Думочек, ты туда пойдет? Нормально будет. Комаров поменьше. Главное, чтобы ушли отсюда. Блин, от этого, да, спирали у нас нету. Это плохо. Ой, мне надо, Ларис, снимать вообще. Сушить все. У меня вообще капитально. Ну да, но я ничего не говорю. Вообще насквозь все сырое. О. Там вроде там маленькая печка тоже же с такой, ну, прямой этой, да? Нет. А там? Там сбоку. Там сбоку сделано. Я же спросил сбоку варить печку. Тут ведер больше нет, Ларис? Ведро там еще под столом. Где? Там под столом в доме. Да? А, тут посуда. Да ладно, я одним принесу, нам хватит. А? Я одним принесу, нам хватит. Надеюсь, спущусь же, наверное. Ну что, ребят, надо рыбку почистить. Ну как почистить? Решили с Лариской наггетсы сделать. И свежепойманные. 2 штуки у нас есть. Сейчас мы филюшку снимем. Комары, конечно, жрут. Страшное дело. Что, ребята, мы занимаемся ужином. Сегодня у нас на ужин филе щуки. Ну, как наггетсы сделаем. И мяско затушим с картошечкой. Вот сделаем предбаннички. На костре там ветер сильный, да, комарье жрет, блин. Здесь хоть подсвечка-то более-менее. Щучку разделывали, вот так. Ну там щука не крупная, сами видели. Сейчас поперчим, посолим. И в муке красиво сделаем. Еще специи добавим. Специи к рыбе вот чуть-чуть. Сейчас размешаю все это дело. И сделаем наггетсы. Так, плиту ставим. Все, масло раскололось у нас. Сейчас в муке будем обваливать и зажаривать. Погнали. Ну, свежепойманная
Хорошая закусочка. Лариска хочет сделать мясо, затушить с картошкой немножко. Сначала помидор. С помидорчиком, да? Че, Ларис, как тебе первая половина спуска, сплава? Вечер я здесь не была. Ну, я тебе вообще в общем говорю, как настроение вообще, как все в целом. Настроение было отличное, пока не пошел дождь. Ну, дождь, да, дождь подвел маленько, но как? Так, в общем, все замечательно. Ну, Погода, лес, любимый рядом. Лариса замерз маленько. Да? Угу. Походу надо для согрева. Ты будешь? Будем? Жили-были не тупым. Жили-были, не тужили. Это тебе. Благодарю. Давай, ребят, ваше здоровье. Ну что, ребят, филе щуки готово. Отлично. Ну-ка попробуй. Огонь, ребят. Свеженькая. Сейчас еще картошку с мясом затушим. Дома, правда, вареный контейнер, вареное мясо. И привезли, и что-то думали салат какой-то мясной сделать. В итоге картошку почистили. Сейчас помидорчиками Лариска затушит на костре. Вот обняк. Да. Ну вот, видишь. На костре дело такое. Неудобно маленько. Картошечка с мясом. О, отлично. Дождь моросит, да, опять? Блин, мне детей там жалко, слышь, вообще. Лишь бы они нормально все себя дошли до избы и нормально, так же, как и мы. Хрен знает, что с ними. Все, ребят. Вот такой шулюмчик у нас. Лариску ложку сделал, чтобы готовила. Мяско, картошка, помидорчики. Лучок. Хороший супец. Ну что, ребят, вот такой супец у нас. Рыбка. Ну и там салатик небольшой. Так что приятного, как обычно. Сегодня в новом месте, в новой избе. Первый раз здесь. Ну, в этом месте как бы много раз, а вот изба здесь ребята сделали. Первый раз здесь ночевать будем, отдыхать. Ну, по весне видели, да, ребят, заплывали сюда. Ну вот, пригодилось. Хотелось поночевать здесь. Сегодня здесь будем ночевать. Изба протоплена, там жара аж стоит капитально. Ну, вещи уже высохли, самое главное. Так что на связи. Без этой свечки, конечно. Ну, так, да? А что там, купил перепал? Ну что, родные, 8 вечера.
поужинали. Хорошо, погода испортилась, вообще окончательно затянуло все. Короче, завтра, походу, такая же погода будет. Ну, уже ближе к дому, так что ничего страшного. Подведем итоги. Первый день не важен. Вода большая, ребят. Еще большая вода. Ну, щуку мы поймали, мы ее увидели. Это уже очень здорово, ребят. Это очень классно. После чего, ребят, хочу спать. Поел, все, согрелся, переоделся. Все, ребят, душа просто просит сна. Так что давайте, родные, до завтра, я думаю. Завтра еще немножко, до обеда мы где-то доплывем до деревни. Ну и порыбачим еще, посмотрим. Возможно, что-нибудь добудем. Так что оставайтесь с нами. Говорит, будешь лапшу? Да. Нет? Мне, в принципе, тогда вот одной хватит позавтракать. Но говорить тогда не надо. Мясо пожарим, да, с лучком, да, пережарим, как заправку. Да? Домой помыть. Да, съем. Че, можешь мне тоже наложить, не? Наложи. Это что, зачем? Красота, она и весит красота. Понятно.
Приятного. Ты тоже. Ты-то по огурчикам, да? Что, Лариса, это картошку, до чего это все оставляем, лук, морковку. Конечно. Традиция такая. Нельзя домой ничего тащить. Это надо просто, да. А что, это тоже оставить? Хорошая вещь. Ну, ничего не будет, а приготовить можно. Ну что, вроде все нормально, порядок. Все подвесили. Душу нам закрыли. Открыли. Дверь откроем, как было. По идее, так-то не надо открывать, скорее всего, все. Все, сумку возьмешь, да, Ларис? Сумку возьмешь? Это как серьезный турист, блин, Саш. Болтается потом, падает прям. Да что тут 100 метров-то пройти, скажем. 100, не 100. Ты какая-то, знаешь, в городах-то. Паскуд. Да, да. Ладно, спасибо этому дому. Погнали мы далее. Вот так вот. Здесь вот в этом корежнике зимой много щуки выбивают. Ну, местные приезжают уже здесь. Сколько зацепов здесь? Ну да, на балансир здесь хорошо, вот они долбят окуня, щуку. И почему-то вот потом к сплавам уже, как будто, знаешь, такое ощущение, знаешь, что как будто ничего не оставалось, уже не остается. Редко-редко здесь ловим. Вот когда вот с избы выплываем обычно. Здесь, вот тут, утряночка, подержи. Утряночка здесь. Одну-две, я помню, за сплавом мы тут ловили. Все. А такие коряги красивые, ёп, макарек. Просто вот прям и ждешь, чтобы она с этого бревна она выплывет прям оттуда тебе. Не знаю почему. А тут уже близко, видишь, к деревням и добирается нам вот собак на снегоходах и рыбачит. Коряги вообще классные. Коряжничек. Так прям и ждешь, чтобы поклевочка была какая-нибудь. Дурочка вылетит. О, смотри, какие завалы. Охренеть. Видела, как она Да. прям в упор. Ух ты. Наскочила. Я говорю, где вот та щука? Видел, как моментально поклевка она, как долго. А то уже заскучали. Ну. Да, прям на глазах щелк. Красиво, прикольно так. Ну.
Опять дождь пошел. Заколебал. Ветрище-то какой, блин. Что, ребята, день второй у нас. Сплавляемся. Проплыли уже километров 10, наверное. Ну, километров 7, наверное. Уже подходим к деревне. И по рыбалке никак, вообще никак. Остановились перекусить немножко. Вот так на ходу прям кушаем. И ветер сильно поднимается. И здесь течение минимум. И, блин, приходится на весла садиться, гребсти, потому что вот сейчас стоим и нас против течения поднимают. Ну вот, вода большая, ребят, так что сплав еще рановато. А так все хорошо. Дождик то идет, то не идет. Мокрит так немного. Этим больше. Этим больше. Вот. Молодец. Сейчас за поворот выйдем. Или что, давай до Воля уже. Нет. Воля вон на берегу уже стоит. До Воли я тебе сменю. Зато как запомнится сплав, ты понимаешь? Он мне уже запомнится, поверь. Нормально, нормально. Он до Воли немножко осталось, Алиса. Этот сплав я никогда не забуду. Ну да ладно, успокойся же. Нормально все. Ребят, мы доплыли до деревни Горьковского. Много могу что сказать, ребят. Просто в последние 5 часов мы шли на весла. Ну как мы шли? Шли просто страшно. Такой ветер, ребят, и в нашу сторону течения вообще нету, минимум. Блин, ну вообще кое-как, ребят, добрались. Все болит, руки, ноги. Ну вроде дошли, ребят. По сплаву не могу сказать, ребят, вода еще большая. Рановато еще, мальца рановато. Ну а так проплыли эту дистанцию. Ночевали в новой избе, ребят. Ну и Лариска отдохнула. Так что здорово, все нормально. Мою лодку. Ждем машину, вызвали машину, сейчас за нами приедут. Ну и до дома, ребят, отдыхать. Так что давайте, родные, не ленитесь. Берите новые маршруты, берите новые рыбалки, ребят, и пробуйте. Я думаю, это будет круто. Дрюня на связи. Всех обнял, пока, ребят.